А как на предприятии «Укр-Аэрорук» чтят память о погибших воинах, авиатрисы убедились, посетив могилу неизвестного летчика, который был сбит в воздушном бою, защищая киевское небо. Авиатрисы отдали дань памяти и возложили цветы. Авиатрисы побывали в городе 25 музеев при Ясном-Хмельницком, посетили музей Сковороды, военной истории и музей Диораму. Авиатрисы встретились с народным депутатом Украины Кириллом Ананьевичем Полищуком. Само новое это движение не только заслуживает внимания, всяческой поддержки, но хочется сказать о большем, что эти женщины, которые всю свою жизнь отдали авиации, службе в ней, труду в ней, просто заслуживают совсем на другую жизнь, достойную жизнь. И слава Богу, что есть люди, которые уделяют этому вниманию и принимают участие в этом. В День Победы авиатрисы посетили музей Великой Отечественной войны и вместе с другими фронтовиками отдали дань памяти всем тем, кто не дожил до этого светлого дня. Переходя от экспоната к экспонату, вспоминались бурные годы молодости, проведенные в авиации, бессонные ночи, ранние подъемы и экстремальные прыжки. Мне довелось свой 6-й прыжок в 1956 году. Я делала именно с Ли-2, ночной, с ручным раскрытием. Но вообще очень неприятный эпизод у меня был связан с этим самолетом тоже. Значит, мы прыгали большой группой, и я, как легкого веса, прыгала последней. И плохо оттолкнулась. И, конечно, просчитала, когда говорили, все заклепки по борту. А кольцо запасного парашюта у нас находилось справа. И, конечно, этими заклепками и скорости большой, от большой скорости у меня вырвало это кольцо с запасного парашюта. И одновременно раскрылись оба парашюта. Короче говоря, все обошлось благополучно. Но вообще это неприятная вещь, когда открывается одновременно, потому что запасной парашют может попасть в купол главного, и плохо кончится эта история. В Государственном музее авиации авиатрисы познакомились с замечательными людьми, благодаря которым в Украине были сохранены или восстановлены удивительные авиационные экспонаты. Сегодня каждый желающий за чисто символическую плату может с ними познакомиться, а квалифицированные экскурсоводы познакомят вас с историей каждой крылатой машины. Авиатрисам экскурсоводы не нужны. Они знают эти легендарные машины не понаслышке, а, как говорили раньше, до болтика, потому что не одну сотню часов провели за штурвалом этих удивительных творений разума и рук человеческих. На Ан-2 я была введена командиром самолета. На Ан-24 летала вторым пилотом. И Ил-18 – это летающая крепость, которую я вообще люблю все самолеты, я люблю нашу авиацию, но в Ил-18 я влюблена. И с этой машины я начинала летную свою деятельность в 1953 году, а окончила летать в 1983 году. И я не могу не остановиться около этой машины. Не остановиться и не поцеловать эту красивую машину невозможно. Когда-то это был один из лучших в мире пассажирских лайнеров, поражавших всех своих конкурентов своей экономичностью и надежностью. С Ил-18 связана судьба и другой авиатрисы – Галины Смиргиной. Ее путь в небо был, как она сама говорит, дорогой через тернии к звездам. Она стала работать бортпроводником только для того, чтобы встретиться с министром гражданской авиации и добиться разрешения стать пилотом. И, конечно, добилась своего. Впервые в истории Советского Союза был набран первый спецнабор женщин, пилотов гражданской авиации. Мы обучались в Кременчуге 9 месяцев. Ну и в данный момент я являюсь пенсионеркой, уже будучи командиром самолета Ан-2, авиация спецприменения. Авиатриса Мария Соловьева с 1954 года прыгала с парашютом в родном Луганском аэроклубе, окончила летное училище в Мордовии. Вернувшись в Луганск, стала летчиком-инструктором у молодых курсантов. И тут товарищ Брежнев распорядился,
чтобы советские летчицы побили все мировые авиационные рекорды. Собрали со всего Советского Союза 20 лучших пилотесс, из них только 4 удалось пройти отбор и отправиться в Жуковский. Наша Мария Соловьева тоже вошла в великолепную 4 авиатрис, которые первые из представительниц прекрасной половины человечества стали летать на реактивной технике. Задача наша – побить рекорды, которые принадлежали Жакелине Кокран, американской летчице. В 60-м году мы начали устанавливать рекорды. Мой рекорд – замкнутый маршрут 500-километровая капля. Скорость у меня средняя была на высоте 18 тысяч метров, скорость была 2062 км в час. Это зафиксирован был мировой рекорд, который побил на 400 километров рекорд Жакелины Кокран. Другие девчата устанавливали рекорды по дальности и высоте полетов. Мария Соловьева переучилась на МиГ-17, а после этого сбылась ее мечта. Она начала летать на МиГ-21. Не раз приходилось нашей отважной пилотессе бывать в экстремальных ситуациях. В земле крикнули, что взлетевший открылся фонарь, поэтому перед этим было 2 катастрофы, одна в Германии, одна в Тбилиси. Летчики погибли, притом летчики-испытатели. Я, конечно, об этом не знала. Я взлетела, и садиться с полной загрузкой, тем более у меня еще подвесной бак был, на форсаже я взлетела, а садиться с таким остатком топлива нельзя было. Поэтому пришлось мне вырабатывать топливо, летая над аэродромом. Всех летчиков-испытателей посадили, все. Я летала, катапультироваться, бросать самолет, руку держала на катапульте, а задний фонарь, передний фонарь у МиГа закрывается вот так, а задний открывается вот так. Вот он открылся, он вот так. Если бы он у меня перевернул открылся, отвалился в воздухе, меня перевернуло бы. И потом, когда я уже садилась, коснулась полосы, он у меня упал. Вспомнить непередаваемые чувства полета по-настоящему авиатрисам помогли руководители аэродрома «Чайка» и президент Федерации парашютного спорта Украины, руководитель парашютной команды Skydance Олег Мартыновский, любезно предоставивший авиатрисам для полета свой самолет Л-410. Мы в этот замечательный день произвели на аэродроме «Чайка» вылет, который нам запомнится, потому что, может быть, этот вылет для некоторых из нас будет последним. И поскольку, как говорится, душа поет у нас сегодня, я хотела прочитать экспромтом стихи, которые родились прямо сейчас. «Я давно не летаю сама, за штурвал не держусь руками. Хорошо, что летает душа. Ей уютно за облаками». И сами авиатрисы продолжают поражать не только воздушные и наземные цели, но и сердца и души мужчин. Директор музея государственного предприятия «Укр-Аэро-Рух» Анатолий Долженков написал такие поэтические строки. Парашютистки, планеристки, пилотессы, объединившись в клуб, неслыханный доселе, сказали громко: «Мы авиатрисы, наш яркий след остался в летном деле». Взлет самолета против ветра – это не только дань аэродинамическим законам, это та особая сопротивляемость организма, без которой не живет и не побеждает авиатор.